Сегодня каждый житель нашего города, да и не только, всей нашей маленькой Грузии, мечтает наслаждаться такими благими цивилизациями, как канализация, водопровод, санузел, ванная комната, а иногда даже сауна или бассейн. Но чтобы создать в доме такие комфортные условия, недостаточно иметь только водопровод. Необходима еще и канализация. Вода и канализация в городе Камрад – проблема номер один. Уже много лет об этом говорят, особенно в преддверии выборов, предвыборных программах кандидатов в примары, в советники, в башканы. Все обещают решить этот вопрос, однако проблема так и остается нерешенной. Почему это так происходит в нашей столице Гагаузии? Об этом мы поговорим в ходе сегодняшней передачи с советниками муниципия Камрад, Метеогло Георгием Семеновичем и Манол Дмитрием Петровичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, проблема до сих пор остается острой и не решена. Вот как вы думаете, почему этот вопрос так остро стоит даже сегодня? Можно я первый? Да, можно, конечно. Да. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели. Значит, я выскажу свое личное мнение и мнение как муниципального советника Камрад. Значит, я считаю, что проблема эта не может быть решена силами города, бюджетом города. Эта проблема она уже решилась бы еще в 2013 году. Это должны быть очень большие инвестиции. Значит, я не один раз смотрел ролик, когда выступала Ирина Федоровна в Суканале в 2013 году. Ее окружали там ее свита, там Сергей Стоянов, Анна Братунова, Роман Тютин. И они все, Ирина Федоровна тогда, будучи депутатом парламента Республики Молдова от коммунистической партии, доказывала всем, что не нужен нам внешний инвестор, а тогда был инвестор с Евробанка кредит, значит, на 28 миллионов евро. Готов был вложить деньги? Да, готов был вложить. Значит, по всему городу, да, хотели провести? Да, тогда вот Георгий Семенович лучше знает, он уже не первый раз муниципальный советник. Значит, тогдашних муниципальных советников везли в Констанцию, где был реализован такой проект. И показывали, что очистные констанции не пахнут зловонием, а одеколоном. Красиво все, чисто. Через дорогу детский садик. Значит, воду повторно использовали. Тогда должны были в нашем городе не просто построить канализационные сети и убрать вот это все, что есть. Я не знаю, как это назвать. Правильно, что было. Значит, но и потянуть две ветки воды. Значит, питьевая, раз, и вторая техническая. Технической воды у нас в Камраде, мы все видим по затопленным подвалам, ее море. И весь цивилизованный мир, значит, тем более у нас как с водой питьевой проблема, они используют вторую ветку, откуда подают техническую воду. Значит, а с Чокмайданской водой можно было и Кирит-Лунгу обеспечить, и Авдарму, наверное, и куча других населенных пунктов, которые уходят у нас в стиралки, автомат, в унитазы и прочее. Я считаю, что Ирина Федоровна тогда говорила, что бюджет можно решить за счет бюджетных средств. Выйти инициативой парламент, законодательной инициативы, правительства. Это 2013 год, когда она была депутатом парламента. Она говорила, что она не может решить. Это должны обратиться власти автономии Гагаузии. Значит, а сейчас Ирина Федоровна, будучи членом правительства, 4 года она была, она на каждых заседаниях правительства присутствовала там, она на нашем народном собрании не участвует, у нее всегда важные дела, а там она, я как вижу по соцсетям, она всегда участвует, но вопрос с канализацией не решен. У нас уже нечем дышать. Да. Пор, да? У нас, знаете, вот жители, уже любой человек, наверное, скажет, невозможно женщинам стирки делать. Вот постирали белье, вывесили, заносят в доме нечем дышать. Это на что похоже? Где обещания? Понимаете, у нас это есть такой руководство. Запах заелпу живой. Конечно, это вот попробуйте вечером, когда люди уже возвращаются все домой с работы, и проехать, где Суворовский мост называли, по освобождению. Да? Так машина таким запахом наполняется, что
не затереть. Ну, это чувствуется, это да. все чувствуют. Это не район третьей школы. Если ветерок дует оттуда, доходит до площади и переваливает сюда запах. Георгий Семенович, ваше мнение, как вы считаете, почему эта проблема опять остро стоит вот сегодня и до сих пор не решена? Здравствуйте, уважаемые телезрители, жители Камрата. Ну, проблема не только сегодня, она была. Она возникла в 2008 году, наверное, в 2009. И тогдашнее руководство города искало пути решения этой проблемы. Дмитрий Петрович сказал, что я уже второй созыв являюсь советником, и мы тогда непосредственно принимали участие в решении этой проблемы. Ну, вернусь чуть-чуть назад, не помню в каком году точно, но это было где-то до 2010 года. Европейским банком было выделено 1 миллиард евро на страны так называемого Дунайского бассейна. Республика Молдова тоже ходит в этот список. Для чего были выделены эти деньги? Чтобы решить именно вот эту экологическую проблему, потому что и во многих европейских странах, где протекает река Дунай, сточные воды, канализационные воды, все выливались в эту реку. То есть это затрагивает мировую проблему? Да, вот это можно сказать, это проблема мировая, это не только проблема Камрата и Молдовы. И это Европейский банк, когда определил 5 компаний, европейских компаний, с которыми они работали, которые имели необходимую техническую базу для того, чтобы можно было провести данные работы. И в том числе в этот список входила и вот эта румынская компания, на которую мы тогда вышли. Мы в количестве где-то, я точно уже не помню, 12 или 14 советников выезжали туда, в Констанцию, где находится их головной офис, основная очистная вот эта станция. Самый длинный коллектор у них был протяженностью 160 километров. Ну, это получается дальше, чем Кишинев, это практически до Бельц. Вот такой вот длинный коллектор, они тянули все вот эти канализационные воды, они очищали. Мы видели все, как там происходит на территории этой. Все чисто, цивилизованно. Все чисто, цивилизованно. Есть большие емкости, куда, ну, как происходила там очистка. В первой стадии это была очистка от грубых, от примесей, скажем. В дальнейшем вода уже поступала в специальные большие резервуары. Происходила химическая очистка, бактериологическая очистка, и после этого длинная труба уходила по дну Черного моря, и излишки этой воды, которые не нужны были, просто выливались в море. Но вода была абсолютно чистая, нам показывали. Рядом не через дорогу, как сказал Дмитрий, а вот через заборы очистных сооружений, детский сад находится. Запаха абсолютно никакого нету. То есть мы увидели то, что нам нужно было, то, в чем мы очень сильно нуждались. Даже скажу, что с нами тогда поехали 2 советника, скажем, на тот момент оппозиция, как бы она всегда была в любом, в любой стране, в любой власти, при любой власти есть всегда оппозиция, да. И ребята приехали, 2 ребята, они тоже, им очень понравилось то, что они увидели. Ребята это были с команды, скажем, тогда Ирины Федоровны. Когда мы приехали назад, и уже на совете мы хотели предложить, да, то, вот этот вариант решения вот этой проблемы, и поставили вопрос на голосование. У ребят резко поменялось мнение. То есть, указ? Да, ребята, скорее всего, получили указ, не поддерживать ни в коем случае. Вопрос тогда не прошел. Хотя фактически сам проект, только проект, стоит около 50 тысяч долларов. Данная компания хотела за свои деньги сделать нам проект. Они сделали тогда проект, уже проект был готов. Но это возможно было провести у нас в городе? Это реальный проект. Это был реальный проект. Это был реальный проект. Который потом ушел на север Молдовы. От готового реального проекта. Да, он ушел на север Молдовы. Потом этот проект реализовали в 3 районах севера республики. Это был такой же реальный проект, как был у нас, если вы помните, скандал с промышленным парком. Тоже при исполком хотел отобрать. При бывшем руководстве Примарии начались
было практически все сделано. Опять были разговоры, шум, что это опять обещания, пустые слова, ничего там не будет. Но в итоге, спустя пару лет, исполком уже при Ирине Федоровне захотели индустриальный парк перебрать к себе к рукам. Ну, слава богу, у советников хватило мудрости не сделать этого, потому что я считаю, что Приморье может сама своими силами, опять же, нужно находить и инвесторов, находить и гранты какие-то, чтобы можно было этот проект реализовать, и чтобы этот индустриальный парк, он остался городским, и чтобы деньги, прибыль с деятельности этого парка приходила в бюджет Приморья. То есть, если я правильно вас понимаю, из-за чьих-то политических амбиций сегодня страдают наши горожане. Как это можно объяснить сегодня людям? Это не один год. Сейчас оно очень остро уже чувствуется. А если тогда был бы решен вопрос, это 2013, в 2014 году было бы все. Давайте я расскажу то, что я хотел сказать. И после всех вот этих возмущений пошли в городе разговоры, что вот придут румыны, отравят воду, и вот эта информация дошла до руководства вот этой компании. И сама компания отказалась от этого проекта. Люди не захотели приходить, и они отказались. В итоге мы вышли уже на испанскую компанию Аквалия. В первом случае проект составлял 27 миллионов евро. Сюда входило нового водопровода для питьевой воды, для технической воды и плюс проведение канализации. Также сюда входило ремонт всех дорог, то есть где был асфальт, проложить заново асфальт, где был белый вариант, заново проложить щебенку, восстановить полностью. Да. Кроме того, работы, которые проводились бы здесь в процессе реализации данного проекта, привлекались бы местные рабочие привлекались бы местные, да. В дальнейшем, что касается установления цены на воду, условия были такие, что чтобы она не была слишком занижена, и чтобы она не была слишком завышена. То есть стоимость на воду устанавливал муниципальный совет, исходя из средней стоимости воды по Республике Молдова. Условия были очень хорошие. Потом на испанскую фирму. После этого нынешняя глава автономии, тогда депутат парламента, при поддержке, естественно, своих соратников, скажем так, собрали 1500 подписей, направили данное письмо в посольство Испании, где было сказано, что чуть ли здесь не гражданская война, тут очень опасная ситуация, сюда инвестировать деньги очень опасно. И эта компания тоже, естественно, отказалась. Интересно. Да, и вот эти вот два проекта мы упустили. И сегодня эта проблема была бы решена. Я просто вот на ГРТ, когда давал интервью, и посмотрел, вот сделали президентом Молдовы Игорем Николаевичем Додоном, возле Заречья сделали детскую площадку. И у детей берут интервью и спрашивают, как, хорошая площадка? Да, площадка хорошая, красивая, но воняет. Прямо дети так говорят. Дети не могут играть. Там жить невозможно. Вы представьте себе, что нельзя ни окна открыть, ни на улице сидеть, как бросать свой дом и уходить. Я бы, знаете, у меня такое предложение к Ирине Федоровне, так как она тогда вмешалась, и она сказала, что можно решить это за счет бюджетных средств. Она 4 года член правительства, 4 лета ее прошло, когда это можно было сделать. Пускай пройдет месяц, я ей выделю дома комнату. И я думаю, что любой житель Заалтужья может выделить комнату. Пускай она поживет не в Чечневе, а в Камрате, увидит, как у нас живется. Как можно, вот представьте себе, можно голодным стоять, допустим, час-два, а ты потом покушать. А если ты дома не можешь сидеть от вони? Это о чем говорит? Это что? Ну хорошо, а если можно все-таки решить из бюджетных средств, если говорили об этом уже, почему же не решается? Если бы она была бы хорошим менеджером, хорошим руководителем, она решила бы. Она просидела эти 4 года в правительстве, она сама родом отсюда с Камрата. Она должна была этот вопрос первый поднять. Она же тогда его загубила, она должна была его и первым поднять. Она должна была сказать, ребята, вот ничего не хочу, сделать вот это и все. Понимаете? А вообще вот сколько денег надо, чтобы провести по всему городу? Значит, смотрите, Кроме того, что выделяли вот эти европейские деньги, эти цифры мы знаем. Да. Но вот реально... Реально, значит, Приморье заказала проект.
она заказала проект, и проект что включает? Я знаю, что вот, я интересовался насчет моего района, бензовод, да? Значит, район, бензовод, чтобы построить канализацию, надо 12 миллионов лей по проектной стоимости. Ну, что это включает? Это включает только по центральной улице ветку. Это один район, да? Это один район, это район бензовода, где у нас там проживает, я не знаю, до 1000 человек, да? Значит, а в Камрате это не 1000, в Камрате это 30. Значит, только по улицам, допустим, по Ворошилова, там, по Дзержинского, Христоботева, ну, провести только ветку, чтобы люди сами подключались. И Сергей Ильич, примар Камрата, вышел с предложением, чтобы от жителей скинулись по 5000 лей, а потом в течение... То есть можно было и таким путем решить этот вопрос? Это нереальный путь. Нереально. Знаете почему? Потому что вот я сказал, Сергей Ильич, у нас 200 дворов, которые дадут по эти 5000 лей. 5000 лей из 200 дворов это 1 миллион. А 11 миллионов откуда брать? Это только на один кусочек города. Небольшой кусочек города. Понимаете? А кроме этого людям надо подключаться. А там шел проект полный до конца. До стиралки, автомат, до унитаза, водопровод в 2 ветках. Это же, оно должно один раз сделаться, и потом дороги сверху, и вопрос решен. Вот мне нравится в Чадрулунге. Был Башкан. Чтобы был здоров Армузов. Сделано весь город. Каким образом, как он сделал? Но весь город имеет и водопровод новый, и имеет и канализацию. Они сейчас делают тротуары. Они нашли деньги, да? Конечно, они тогда заложили бюджет Гагаузии и решили вопрос. Ну пускай тоже, Ирина Федоровна тоже Башкан. Конечно, тоже реально. Просто надо было сделать. Надо было проявить свои менеджерские качества. А если не умеет работать, так пускай живет в Чечневе, все к нам сюда не едет. Юрий Семенович, ваше мнение, почему у нас в городе, насколько я знаю, даже не весь город имеет канализацию, даже в центре не везде есть около 25% город имеет. Это большие дома только. Это центр. И Третьякова, да? По-моему. Но опять же, кроме того, что канализация не по всему городу, есть еще одна проблема с центральным коллектором, который на сегодняшний день на процентов 90 он забит. И может быть в любой день может быть произойти то, что все опасаются, полностью забиться центральный коллектор, и тогда вот эти 25% канализации, они тоже будут уже безжизненными, они будут уже выливаться на дороги тогда. Очень часто у нас в центре происходит на площади, я замечаю в год по 3-4 раза в районе бара Евгения, вот там есть колодцы, через которых, где забивается канализация, и начинается выливаться все на площадь. Я также забыл сказать, что в этот проект входил еще и ремонт очистных сооружений. Они у нас сегодня тоже не комплекс. Комплекс, это тоже большой комплекс, который требует больших денег. Фактически в то время, на сегодняшний день там стоит здание, новое построено. Правда, я не был там, я не знаю, что там внутри находится, но начинались какие-то работы делаться. На сегодняшний день это все остановилось, ничего не делается. Да, руководство города бегает, пытается найти инвесторов, стараются, да. Но опять же... Руководство города вы имеете в виду? Примара, зампримара, да. Советников. Пытаются найти выходы из этой ситуации, но на сегодняшний день пока ничего не найдено. И опять же, то, что Ирина Федоровна обещала, что можно за счет государственных средств это все решить. Почти 4 года Башкан Гагаузия является членом правительства. Ну, хотя бы какие-то попытки, хотя бы где-то, чтобы было сказано, ничего на протяжении 3,5 лет, скажем, ничего не было сделано. Кроме того, наоборот, Гагаузия потеряла многие свои полномочия, об этом уже говорили на многих и на митингах, и на телепередачах говорят. И в этом плане все равно ничего не делается. Проводится, что делается? Проводятся праздники, на которые тратится кучу денег, необоснованно, миллионами денег.
поездки. Можно было там сэкономить и провести канализацию? Конечно. Ну, хоть что-то сделать. Хотя бы, чтобы оно не текло. Реально говорить, сэкономить с этих средств, ну, наверное, нельзя было. Это не решило бы вопрос, но вы член правительства, обратитесь в правительство. Скажем, тот же Николай Харламович Гудогло, да, будучи депутатом, вот сейчас в Камрате, да, этот проект решился не сразу. Мы года 2 назад, наверное, может быть даже 3, когда он стал депутатом, мы, группа советников ЗЛП уже, бывший депутат Народного собрания Марар Григорий Ильич, обратились к Николаю Харламовичу с просьбой выбить проект на ремонтирование дорог. Именно мы хотели у нас за Пугом улицу Лермонтова сделать, потому что в зимнее время там есть грунтовые воды, которые выходят на поверхность. Там лед зимой при сильных морозах доходит до 60-70 сантиметров толщины. И есть подъем, на который не только машины, но и городской транспорт, который возит жителей района, не может подниматься. Да. И вот слава богу, вот сейчас на прошлой неделе буквально было завершено ремонтные работы, проложили асфальт хорошей толщины, хорошей качественной работы. Половина дороги сделана. Вот сейчас буквально, вчера мы говорили с Николаем Харламовичем, 17 числа состоится тендер на оставшуюся часть дороги, и улица Лермонтова будет полностью заасфальтирована до объездной трассы. Это, я считаю, что какой-то результат. Кроме этого, еще 4 улицы будут асфальтированы по Камрату. В районе Туканянский, это улица 6-й школы, в районе 2-й школы, в районе больницы улица 2-й школы будет заасфальтирована. В районе ДСУ будет заасфальтирована улица Бендерская, по-моему, если не ошибаюсь. Делается... Это планы на осень? Да, это планы сейчас на осень, да. В этом году. Успеется, да. Ну, улицу Лермонтова буквально за 4 дня сделали, за неделю, скажем. Техника, да. Техники есть, много, приходят, очень оперативно работают, поэтому успеется. А вдруг потом нужно будет проводить канализацию в эти дороги? Придется ломать, надо было уже делать. Придется надо было делать, а так людям невозможно ходить. И кто будет возмещать потом вот эти... Никто. Расходы, которые сейчас Никто. проводятся. За это должен ответить кто-то тогда. Вот эти люди все, которые пошли на поводу тогдашнего депутата парламента Ирины Федоровны, да, должны все ответить. Я даже раз выступал. Нужна доска позора их туда. Они лишили город. Понимаете? Я сегодня ребенка отвез в садик, детский садик номер 5, ниже Каштанов. Канализационные стоки прямо на тротуар. Там от следов детей с этими канализационными стоками дошли до дверей. Представляете, что это такое? Это что такое? Это ужас. Где мы живем и в каком время? Видите вы какой-то выход из этой ситуации? Можно ли как-то решить эту проблему? Или эта проблема так и останется на следующие 10 лет? Выход, конечно, есть. Выход есть. В первую очередь, конечно, надо, наверное, обратиться, если мы уже отказались, если нам не нравятся, скажем, внешние инвесторы, наверное, надо обращаться тогда в правительство, потому что мы тоже являемся частью Республики Молдова, и мы тоже хотим жить в нормальных человеческих условиях. Кто это должен делать? Кто обращается? Кто имеет на это право? У нас есть член правительства. Да. Вы представьте себе, как послушает Примара или руководитель региона, конечно. Ну, естественно, каждый населенный пункт, имея своего примара, наверное, и руководство каждого населенного пункта должны совместно инициировать это и обращаться в правительство. Если мы боимся или не умеем находить инвесторов, то, наверное, надо тогда выходить на правительство, и чтобы правительство помогло в решении данного вопроса или из собственных средств, или тот же поиск денежных средств, скажем, у внешних инвесторов, неважно, это будут европейские или российские инвесторы. Главное решить вопрос. Я считаю так, что сегодня даже люди, которые занимаются бизнесом, люди, у кого нет денег или у человека убыток, да, человек ищет кредиты, да, и он не смотрит, в каком банке он будет брать, в Агробанке, или в Финкомбанке, или в Эксимбанке, потому что сегодня у нас на рынке, кроме молдавских банков, есть и не молдавские, скажем, и российские банки есть и европейские банки.
И человеку без разницы, откуда он возьмет эти деньги, человеку главное решить проблему, решить вопрос. Я считаю, что в данной ситуации мы должны тоже не руководствоваться тем, что ага, вот нам Европа не нравится, мы там с ними не будем работать. Россия нам нравится, но, к сожалению, Россия пока... Берем деньги там, где дают. Берем там, где дают. Почему-то, когда Европа дает гранты на развитие малого бизнеса, почему-то никто не брезгает и берут эти деньги уже второй или третий год по 5 миллионов евро. Это 100 миллионов лей. Это 100 миллионов лей получает Гагаузия плюс Тараклийский район. И почему-то никто не... Все нормально. Не отворачиваться от этих денег, берут, рады, и слава Богу, что дают. Дают, надо делать, кто может, у кого есть желание, человек добивается, получает какой-то грант, какие-то кредиты, делает свой бизнес, ставит работу, и кормит и семью, и людям дает несколько рабочих мест, и это, я считаю, что правильно. А вот у нас есть агентство регионального развития в Гагаузии. Вот, может быть, там есть какие-то программы, может, туда можно обратиться, чтобы... Не такой емкости. Ну, агентство регионального развития, оно больше рассчитано на развитие малого и среднего бизнеса. Развитие региона, чтобы помочь в каких-то небольших проектах. Да, тут очень большие деньги, от 20 до 25 миллионов евро. А вообще вот в муниципальном совете как-то этот вопрос обсуждается вот с вами, советниками? Значит, сколько раз я поднимал этот вопрос, значит, на совете председатель говорил, что я провокатор. Я говорю, как провокатор, если в городе жить нельзя? Понимаете? Я считаю, что эта проблема может не решена, потому что очень плохой менеджер наш, главный менеджер, я не буду называть ее фамилией, но это именно плохой менеджмент высшего руководства. Понимаете? Будучи членом правительства, тем более она не какой-то там министр какой-то сферы или какой-то области, да? Она является представителем автономии. Она родом отсюда. А Камрад это столица? Это столица, это ко всему столица, лицо. Значит, вот вы говорите, можем ли мы решить бюджетом города? Нет, это однозначно нет. Кангашик. Вот это как весь Кангашик, как какой-то маленький наш район Камрата, да? Знаете, сколько они с экологического фонда выиграли? На 27 миллионов лей. 27 миллионов лей. Это вот точно такие же деньги должны были быть. И то там в одну ветку, только вода питьевая. А тогда предполагалось, что у нас будет две ветки. Будет питьевая и техническая. Если бы мы техническую воду взяли бы с города, мы бы решили вопросы подвалов. Понимаете, затопленных подвалов. Потому что у нас почему? У нас с Чокмайдана вода качается. Там посчитано, что в год где-то 2,5 озера Камрадские качается в город. А потом куда? Канализации ничего нет, оно уходит под город. И придет такое время в септике, что город поплывет. А сейчас почему Ялпуг такой зловонный запах в Ялпуге? Потому что коллектор этот почти полностью забит. И все напрямую идет в Ялпуг. В Ялпуге стоит вот так 10-15 сантиметров пена прямо сверху воды. Вода ужасная. Это кошмар, это экологическая катастрофа. И знаете у меня еще что, почему я так возмущен насчет Башкана, насчет Ирины Федоровны. Значит, я в соцсетях читал, Ирина Федоровна была в Турции, да, на встрече с очень уважаемым, очень достойным, солидным президентом Турции Эрдоганом. Я очень рад, что он приедет увидеть нашу Гагаузию маленькую. Они очень много нам помогли, и они могли и в этом вопросе помочь. Так Ирина Федоровна там подняла вопрос, что у Булканешных нет канализации. А Камрад – столица. Это дай бог, чтобы не было ветра, тихая погода была, и чтобы уважаемый Эрдоган не почувствовал всего этого. Понимаете? Вы имеете в виду четверг? Да, в четверг. Хорошо, вот у нас канализации в городе нет, не работают очистные сооружения. Вот для жителей чем это может обернуться? Вот ваше мнение, Георгий Семенович. Чем это может обернуться? Как это влияет на здоровье людей? Как это вообще люди оценивают? Потому что мы не один раз проводили опросы, и как бы мы не знаем людей, о чем люди говорят. Но вот как вы считаете, влияет ли это на экологию, на здоровье людей?
Ну, на экологию, конечно, влияет. Я скажу, что чуть-чуть свяжу данную ситуацию с заводом, вот этим Фуджикура, то, что у нас начали работать. Я не знаю, я не медик по образованию и не могу сказать, чем обернется для людей, но уже есть многие случаи, когда у людей возникают проблемы со здоровьем, которые работают там. Вроде сделали там кондиционирование, все вроде сделали, но время покажет. В данном случае, что может произойти? Ну, представьте себе, что этот центральный коллектор полностью забился. Куча квартирных домов. Туалетов, опять же, вот один из моментов, о котором мы говорили не один раз, в городе нет туалетов. А эти квартирные дома, они что будут делать? Куда это они все будут выливать? Вот вопрос такой. Начнется выливаться это на дороге. Ну, это катастрофа. Это катастрофа и болезни, и всякие палочки. В эту зиму, или в прошлую зиму, по-моему, я уже не помню, но я знаю, что из нашего ЗЛПУЖ скорая не успевала вывозить детей. С крана попили воду и отравились. Все промолчали про это. Никакой статистики нет. Вот я хотел бы узнать, вот тогда, когда отравились. Мои дети тоже отравились. Двое перенесли на ногах, а маленькую отвезли в больницу. Понимаете? Из-за воды? Конечно, из-за воды. Значит, я вам хочу два примера насчет воды. Я уверен, что у нас, наверное, было бы так, вот, с этим европроектом. Значит, я был в Чехии у супруги родственников. И знаете, там воду не хлорируют. Там, когда тянут воду, не тянут, как у нас в грунте, в коллекторы. И это в 5 лет раз меняет шланги. И все, перепаивают. Я спрашивал Натальи. То есть прокладывается основная гильза, в которой находится шланг. Да, которую просто меняет, переплавивает и опять меняет. И говорю, а вот у вас меняет, на сколько времени вы остаетесь без воды? Говорит, на 15 минут, вот, пока они зайдут в квартире, оттуда потянут. Как они, технология есть, я не знаю, что они там делают. Но факт тому, что у нас из-за того, что этот проект не реализован, представьте себе, сколько мы хлорки съели, сколько мы надышали, сколько детей, сколько аллергий у детей. Понимаете, это же никто не говорит, что это из-за этого. За этим никто не следит. И за этим никто не следит, никакой статистики. Ни в Приморье, ни в исполкоме, нигде нет. Но это кошмар. Вот пускай придет весь исполком сделать выездное заседание на Суворовском мосту вечером. И пускай поговорят, обсудят, сделают. Понимаете, этот вопрос должен был в течение этих 4 лет решиться. Это решается в течение года. Почему Ирина Федоровна, став Башкана, не сдержала свои обещания? Сразу должна была взяться. А если она не может, так пускай оставит. Я вижу, что она еще раз хочет баллотироваться. Буду ходить каждый дом, не говорить, что только из-за города. Я вот живу в том краю, недалеко от очистных сооружений. И иногда проезжаем там рядом с очистными сооружениями, я скажу, что возле них, что возле моего дома запах один и тот же. Днем, когда жара, эта вонь вся поднимается наверх, образуется над городом облако, и вечером, когда уже жара спадает, это облако опускается на город. И люди разные, кто-то переносит, а есть люди, которым вообще не нравится. У меня соседи многие жалуются, что нельзя окна открыть. Но опять же, вот, скажем, эти септики, да, которые люди сделали, и у меня в том числе дома есть, ну, я взял, забетонировал его полностью, чтобы вода не пропитывалась в почву, а вызываешь машину, откачивает. Эта вода вся уходит в землю. У нас, я считал, только вот в районе ЗЛПУЖа 7-я школа около 35 колодцев. Да, питьевых, да. К сожалению, колодцами с момента, как появилась вода, водопровод, многие люди перестали пользоваться колодцами, и колодцы умирают, скажем. Все хотят удобства. Я ради интереса вот хочу взять пару колодцев, взять с них воду и отвезти в лабораторию, да, для анализа. Чтобы... То есть до сих пор этим никто не занимается? Никому не интересно. Никому не интересно, никто этим не занимается. Хотя с некоторых колодцев люди продолжают брать воду, потому что я помню, пожилые люди, которые у нас жили, они всегда брали с этих колодцев воду именно вот осенью для солений,
вода, которая у нас подается по водопроводу, она не та вода. А именно вот с колодцев она чуть-чуть соленоватая, бурхутная, и она лучше подходит, да, для вот этих солений. И вот я хочу ради интереса взять и дать на анализ эти воды. Уже тогда подытожим нашу дискуссию. У вас есть сейчас хорошая возможность обратиться к нашим телезрителям и высказать свое мнение, может быть, пригласить их собраться, обсудить этот вопрос как-то уже более массово. Ну, первое. Значит, уважаемые телезрители, я, конечно, извиняюсь за свои такие резкие высказывания в сторону власти, но власть должна была решить. А раз не может решить, раз не решила в течение 4 лет, я считаю, что она должна собрать свои чемоданы. И как приходит каждое утро сюда с Кишинева, так уйти раз туда и сюда только в гости приходить. Это с одной стороны. И весельче Гагаузаде. Еве. А это примария, в лице примара, зама, советников. Надо поднять этот вопрос на должном уровне. Строить какой-то бойкот. Я не знаю, каким образом, если нас не слышат то, что мы говорим, то, что мы пишем. Да? Это реально, пускай придет кто хочет, посмотрит, что у нас в Камрате, в моем, мне, как жителю, мне обидно за своих детей, за свою мать, за всех. Потому что реально воняет. Вот идешь это по городу, и особенно у себя на улице там проходишь. Дима, что это такое, на что это похоже? Дышать нечем дома. Понимаете, это реально. Это должен... Я смотрел этот ролик, и Башкан Ирина Влаг говорила, что ее экс-примар ни разу не приглашал на свет. Я приглашаю вас на свет. Придите и скажите, что вы сделали за 4 года. Почему вот в городе это основная проблема. Это можно по этим дорогам. Молодцы, Примария столько тротуаров сделали, столько дорог. Центральные улицы сделала Примария за счет с этого дорожного фонда, то, что деньги приходят. Это Дудогу Николай Арланович добился с правительства 6 миллионов лей. Будет тоже очень много. Суворова. Я хотел поблагодарить Георгия Семеновича. Георгий Семенович, значит, район 6 школы Островского не будет сделано, по-моему, Достоевского. Потому что я больше чем уверен, что это умышленно было сделано. Взяли, прокопали по Островского канализацию, которая выходит до Ленина, от Ленина дальше нет канализации. Понимаете? Просто если прокопали канализацию, год нельзя дорогу делать. Из-за этого этот проект перешел на Достоевского, на другую улицу, где ездит маршрут, чтобы мог маршрут ездить. Потому что я знаю, что в 6 школе приходили подписывать у меня проект, когда на 6 школу тянули канализацию, они по дворам как-то там сзади ушли, потому что возле Атлантиды, по-моему, есть уже канализация городская. И обращение в первую очередь к руководству исполкома, в лице Башкана, в лице Вадима Петровича Чебана, чтобы они решили вопрос, хотя бы начали решать. Потому что мы видим, вот как Георгий Семенович сказал, что не было ни одного обращения Ирине Федоровне в правительстве, какой-то, знаете, документа. Я готов подписаться под любым документом, что связано с нашим городом, с нашей, это самое. Наш совет очень дружно работал. Знаете, были, конечно, некоторые вопросы, нюансы. У одного такое мнение, но оно не может быть по-другому. Если было бы все, значит, оно было бы аморфное, неживое. Так мы всегда поддерживали все. А вам спасибо за приглашение. Ну, я хотел бы обратиться к жителям, к камрадчанам, коль мы говорим про камрадские проблемы, и обратиться в том плане, что не только канализация, есть много других проблем у нас в городе, и, к сожалению, наши жители часто остаются безразличными. Я понимаю, что жизнь тяжелая, люди все заняты своими проблемами насущными, бытовыми проблемами. Но если мы будем оставаться также и дальше безразличными к нашим проблемам, при данном руководстве, наверное, эти проблемы никогда не решатся, потому что 4 года это не 4 дня, это не 4 месяца, это довольно-таки большой срок. И я считаю, что эту проблему можно было решить, но, к сожалению, я сказал и ранее, даже нигде ни разу не заикнулись, что у нас в Камрате есть такая проблема и надо ее решать.
Дмитрий сказал, что дай Бог, что ветер был с другой стороны, а я говорю, дай Бог, что ветер был с той стороны, что вот эта вонь вся пришла в город, и чтобы наши руководители автономные, чтобы они может быть тогда, да, может быть тогда они до них дойдет, но даже в этом случае я думаю, что не будет этого, потому что данное руководство, то, что у нас сегодня имеется, люди пришли зарабатывать. Даже если проанализировать, та команда, которая встала у власти в начале, после выборов, на сегодняшний день на 80% все люди поменялись. И о каких кадровых специалистах можно говорить, если идет такая утечка кадров, люди меняются. Полгода прошло, меняется начальник управления молодежи и спорта. Прошло какое-то время, поменяли начальника строительства, инфраструктуры, начальник АПК поменялся. Ну, это говорит о том, что команда не сформирована. В команде есть проблемы, поэтому я не верю, что эта команда решит данную проблему, поэтому... Хотя надеялись все. Да, хотя и с другой стороны, другие люди то, что начинали делать, они очень хорошо помешали, успешно все у них получилось. Вот мешать у них получается, а вот что-то делать, к сожалению, у них нет. Поэтому я считаю, что должно поменяться правительство, руководство автономии. Тогда, может быть, этот вопрос решится. Не может быть, я уверен, что он решится. 100% согласен. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Очень надеюсь, что после этой передачи эта проблема уже, может быть, пойдет в массы. Может быть, другие журналисты на других телевидениях тоже будут обсуждать эту проблему. И совместными усилиями уже как-то продвинем этот вопрос для к логическому концу. Да. Еще раз благодарю вас за участие в нашей передаче. На этом мы прощаемся с вами. Оставайтесь на канале АТВ.